Здравствуйте. Я предлагаю сегодня вернуться к отчету о первом заседании рабочей группы по регулированию использования труда иностранцев в нашей стране, ну и в нашей республике, соответственно, который недели две назад уже прозвучал в нашей передаче. Сегодня прошло очередное заседание, члены рабочей группы подводили промежуточные итоги, выяснилось, что некоторые последствия, к которым привели их действия, они совершенно не ждали. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте! В четверг были обнародованы результаты конкурса «Якутянин» 2006 года. Победители определились в 9 номинациях. В номинации «Государственное управление» победителем признан президент Штыров. А всего номинаций, ты ведь говоришь, 9 было, да? Да, 9. Бизнес, здравоохранение, искусство, литература, муниципальное управление, наука, образование и сельское хозяйство. Большинство победителей живет и работает в столице республики. И еще одна политическая новость. В четверг в Госсобрании Якутии открыта общественная приемная. Общественная приемная призвана разрушить стереотип о том, что оббивать пороги чиновников бесполезно. Так определил одну из главных целей приемной спикер Госсобрания Нюргун Тимофеев, выступая накануне на презентации приемной. Кроме того, общественная приемная, по его словам, станет еще и средством изучения общественного мнения о процессах, происходящих в социально-экономической жизни республики. Ну а сами жители, видимо, получат прекрасную возможность, еще одну возможность пожаловаться на свою жизнь. Более того, они смогут это сделать как реально. В здании парламента будет открыт офис, так и виртуально. На сайте Госсобрания будет открыта специальная страничка. И напоследок у меня целая подборка сообщений из жизни масс-медиа. Сегодня коллективу НВК «Саха» был представлен новый президент Руслан Васильев, занимавший до этого пост первого заместителя министра по делам предпринимательства, развития туризма и занятости. И он стал таким вот образом, ведь уже третьим руководителем этого министерства, который за несколько буквально последних месяцев оставил свой пост. Это можно истолковать как подтверждение слухов о том, что данное министерство вскоре растворится в недрах Минэкономразвития. Очень похоже на это. Ну а тем временем гендиректор медиахолдинга «Столица», передачу которого все сейчас, уважаемые телезрители, смотрите, Кирилл Алексеев, теперь будет еще совмещать этот пост с руководителем издательского дома «Наше время». Кстати, журналист еженедельника «Наше время» Алексей Березовский завтра возвращается с всероссийского конкурса, о котором мы вчера рассказывали. Увы, победителем в номинации были признаны журналисты московского комсомольца. Филитонисты. Да. Московского комсомольца. Но наш Алексей возвращается не с пустыми руками. В его руках будет 4 диплома для каждого из авторов рубрики «Итар Хатас». Прекрасно все-таки. И еще очень хорошая одна новость, приятная, я думаю, для очень многих наших телезрителей, они же ведь еще и радиослушатели бывают в остальное время, когда не смотрят наши передачи, я надеюсь. Дело в том, что уже несколько дней, как в нашем городе возобновились ретрансляции передач русского радио. Ты как к этой станции-то, кстати, относишься? Положительно, меня это радует. А мне больше всего из закрытых, год назад где-то примерно, больше всего нравился Хит FM. Похоже, его больше не будет, частота занята. Сегодня на заседании рабочей группы по регулированию трудозанятости иностранцев нашей республики обсуждались промежуточные итоги результатов проверок рынков нашей республики. Хотя бы посчитали, сколько в целом по России постоянно действующих временных рынков. Таким образом, впервые, по всей видимости, как-то есть понимание вопроса о количестве и о видах этих рынков. Что касается нашей республики, то рынков насчитывается 110, а их доля в годовом обороте всей розничной торговли оценивается в 20%. Сегодня на рынках работают продавцами 1335 официально зарегистрированных иностранцев. Больше всего среди них, конечно же, китайцев. Доля иностранцев при этом составляет меньше 20%. Напомню, что по постановлению федерального правительства их доля не может превышать 40%. С кампанией проверки рынков, в том числе и законности нахождения на территории России иностранцев, совпал их массовый выезд из нашей страны. Только из Якутска в последнюю неделю выехало на родину примерно 300 китайцев. Считается, что они поехали встречать Новый год по лунному календарю. А еще 29 иностранцев были выдворены из республики в связи с нарушениями миграционного и налогового законодательств. Таким образом, сейчас отмечена тенденция к тому, что порядок на рынках начал наводиться. И массовый отток этих иностранцев тоже не привели к тому, что рынки опустили. В целом работа такая
вот, дальше будет продолжаться. Одно из негативных последствий пребывания большого количества иностранцев заключается в том, что они банально не платят налога со своих доходов. Они сегодня ни подоходные не платят, ни налоги не платят же. Вот в чем дело. Очень Поэтому большой капитал вывозится. совершенно верно. Поэтому вот по данному закону нам очень большая ответственность. Сейчас их надо действительно стали, чтобы плательщикам налога, ну и, соответственно, как на равных правах с нашими предпринимателями работали. А то на своих-то мы всегда находим контроль и порядок, значит, призываем. А на самом деле они-то были действительно освобождены, как будто получается. Наведение порядка хотя бы на первых порах приведет, скорее всего, к массовому оттоку иностранцев, что может привести к уменьшению количества дешевого ширпотреба в России и, как следствие, к росту цен. По ценам мониторинг надо, потому что, я так понял, господина Онищенко, вторая сторона тоже интересует, не только там упорядочить, жестко спросить и, соответственно, там работать. Как поручение сегодня есть, да. А вторая сторона, как она на цену товара влияет или нет. То есть она повышается или нет в связи с тем, что иностранцев сегодня меньше Чтобы стало. удар для населения не было. Да. Обычная арифметика вынуждает усомниться в возможности этого. Того, что иностранцы начнут платить налоги, сохранят при этом прежние цены на свой товар. Но надо признать, что и порядок наводить тоже нужно. Есть в недалеком будущем еще один плюс этого порядка. Место дешевой китайской подделки может занять ведь и качественный товар производства Китая. Ведь эта страна крупнейший мировой производитель не только подделок, но и лицензионных товаров. Наведению порядка среди иностранцев не последнюю роль играют и наши отечественные работодатели. То, что вот введены вот эти штрафы, это, конечно, положительную роль играет. Работодатели задумываются. Хорошо, вот Дмитрий Владимирович, вот какова сумма штрафа, чтобы вот СМИ знали? На юридических лиц штраф от 450 тысяч до 800 тысяч. 800 тысяч. Да. На должностных лиц, вот буквально недавно городской суд наложил штраф по 30 тысяч. Привлекли двух работников по 30 тысяч за каждого работника. Одновременно миграционная служба разъясняет, что под запретительные меры не попадают те иностранцы, которые легализуют свое пребывание в России, получив временное разрешение на пребывание в нашей стране. В принципе, это постановление наталкивает на то, чтобы все иностранные граждане должным образом получили временный или постоянный вид на жительство. Тогда на них начинают распространяться все законы как гражданина Российской Федерации. Они должны будут все стать на учет в налоговой инспекции и все как положено платить. Так вы думаете? Лично мне вот этот процесс легализации труда китайцев, иностранцев вообще, чем-то напоминает историю нескольколетней давности, скажем так. Помните, когда власти начали бороться за цивилизацию, что ли, уличной торговли, чтобы киоски были не просто удобными для торговли, но еще и красивыми. А затем на следующем этапе стали бороться за то, чтобы их объединяли под одной крышей. Это, казалось, требование тоже казалось тогда надуманным. Теперь это воспринимается вполне естественным и даже, в общем-то, в какой-то степени даже приятным, особенно зимой. Вполне возможно, что то, что сейчас происходит с трудозанятостью иностранцев, только сейчас кажется каким-то таким резкими движениями, непонятными, но в конце концов оно тоже приведет к цивилизации и в этой сфере нашей жизни, нашего с вами существования. Время покажет. На сегодня все. До свидания.